Селям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас будь-де, як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших частинах України або за кордоном. Ми намагаємося обговорювати тему війни, а іншої теми в нас не може просто зараз бути, з людьми, які з різних боків на неї розуміються в політичному, соціологічному або економічному, або військовому сенсі. І сьогодні я дуже радий, що погодився до нас долучитися для великої розмови. Один із тих людей, яким я особисто довіряю, це політолог, соціолог і публіцист Ігор Ейдман, який живе в Берліні. Пане Ігоре, привіт тобі. Привіт, Айдер. Радий чути, бачити. Багато тем, які ми маємо обговорити з тобою. І я, напевно, знаєш, почну з загально відомого і загально обговорюваної теми. Я перейду на трофейну мову, щоб тобі легше було. Гага. За Путиным пришла леди Гага, как некоторые шутят. Вот. И вроде бы как, его же не арестуешь, правда, да? И вроде как и даже Соединенные Штаты не ратифицировали, они не есть участниками этого Международного уголовного суда, который в Гаге вот это дело открыл. Значит, тем не менее, прокурор по фамилии Хан, британец азиатского происхождения, насколько я понимаю, он ездил лично в Украину. И он подает это, как я понимаю, как начало серии таких вот расследований. Но и одного, в принципе, достаточно, потому что этот не имеет срока давности, во-первых, этот ордер на арест. Во-вторых, не знаю, совпало это, не совпало. У нас любят теории заговоров всякие, но, по крайней мере, сразу последовало два комментария, в том числе от Байдена, по-моему, от Белого дома, и от Шольца лично, по-моему, в Германии, где ты живешь, что, извините, но никто не превыше закона. Вот что это значит все, как сам юридически этот ордер, так и вот эта поддержка политическая со стороны главных государств, одних из главных государств коалиции Рамштайн на поддержку Украины. Это только что я слышал. Наверное, и британцы говорили, еще кто-то. Просто то, что вот я лично про это знаю. Что ты думаешь? Это очень важное, знаковое совершенно событие. Многие говорят, ну да, фактически, да, ордер, значит, вы выпустили, да, но фактически его арестовать невозможно, поэтому это как бы только какая-то, значит, информационная буря в стакане воды и в таком духе. Ничего подобного. Это такая бомба замедленного действия, хорошая, да, которая, значит, прилепили сейчас к дну и без того терпящего, в общем-то, бедствия российского корабля, и в какой-то важный момент эта бомба взорвется и разнесет к чертовой матери его корму. Потому что Путин как бы теперь стал официально вне закона. То есть президент страны Россия стал вне закона. Он, по сути, подозревается в чудовищных преступлениях против человечности. По большому счету, руководство все российское таким образом теряет легитимность в международном плане и воспринимается общественностью международной как некая преступная группировка, а не как руководство страны. В принципе, мы все, да, к этому призываем уже много лет. И если вот даже посмотреть там различные акции, в том числе наши в Берлине, то мы там тоже постоянно Путина водили в клетке с надписью «Гага» и прочее, прочее. Но на нас пальцем показывали, крутили, значит, пальцем у виска. То есть, типа, вот какие наивные, типа, дурачки. Ничего подобного, говорили мы. Все как бы крот истории роет, медленно, но роет. Понимаете, тут все это реализуется. И как вот казалось еще недавно, что сама идея вот такая, да, выпустить ордер на арест Путина, взять его за жабры и куда-то, значит, привести в тюрьму, что сама идея как бы такая опереточная, да, казалась серьезным дядям, всяким аналитикам, высокомудрым, особенно западным. И вот мы видим, что уже ордер такой выпущен. И также и с физическим осуществлением его. Сейчас это кажется утопией, но я абсолютно уверен, что в довольно скором будущем эта утопия вполне может реализоваться. Я могу даже описать ситуацию, при которой она может реализоваться. Конечно, Россия будет терпеть и дальнейшее поражение в этой войне, и дальнейшее поражение в противостоянии с Западом в том числе. Значит, что дальше? Дальше
раскол в элите российской, который уже сейчас идет, и мы видим, как они там уже публично даже грызутся друг с другом, как бульдоги. Значит, дальше это будет все расширяться и расширяться, и в какой-то момент российская верхушка просто поймет, что для того, чтобы избавиться от кучи проблем и кучи всяких претензий, да, к их стороны, со стороны Запада и так далее, всех сложностей, которые они заработали, идя за Путиным, нужно этого Путина, значит, связать и сдать. Почему я уверен, что так будет? Ну, конечно, условно, да, Гитлера вот не сдали, например, хотя какие-то в самом конце войны были какие-то поползновения со стороны Гиммлера, но и Геринга отчасти, но не сдали, а Путина сдадут. Потому что нацистская верхушка, она была скреплена определенным бредовой, человеконенавистнической, но идеологией, такой квазирелигиозной веры, в том числе квазирелигиозной веры в своего фюрера. Это видно совершенно по источникам, по дневникам Геббельса и по другим источникам. Значит, в путинской верхушке никакого ничем иным, кроме корости, да, и кроме желания грабить свою и другие страны и жить хорошо, в комфорте и спокойно, они ни с чем другим не связаны. Поэтому, когда встанет вопрос Путин или самим садить в тюрьму, или сдать Путина, то, конечно, они Путина этого сдадут за милую душу. А что значит сдать Путина? Сдать Путина – это значит закончить его авантюристический, его такой экспансионистский курс, внешнеполитический, военный курс, в том числе вторжение в Украину, попытка аннексии земель украинских. То есть, естественно, что они, сдав Путина, они отскочат из Украины и также будут вынуждены платить Украине репарации. А я считаю, что это сейчас самое главное. Я сейчас не говорю о том, будет ли демократия в России. Меня этот вопрос, конечно, волнует, интересует, будет ли демократия в России. Но сейчас главное – это остановить агрессию, вторжение, это оставить в покое Украину и начать платить за тот беспредел, за тот жуткий ущерб, который Украине нанесен. Вот это все неизбежно будет вторым после сдачи требования, и есть уже после сдачи Путина, значит, в Гаагу требованием Запада коллективного, и это тоже придется выполнить. Что они там внутри страны делают будут, это уже важно, конечно, но это уже второе дело. Абсолютно верно расставленные акценты. Спасибо тебе, Игорь, за эту трезвую позицию. Вот действительно сейчас надо выгнать их из Украины, взять Украину в военные блоки западные, и дальше уже с этих позиций вести разговор с ними, да, совсем другим тоном, как бы, да. Вот. И похоже на Милошевича, правда же? Да, абсолютно. Я, кстати, вспоминаю, что когда ровно 9 лет назад, когда вот был захвачен Крым и началась вот эта авантюра поначалу таких этих, значит, агента Стрелкова и других российских агентов, которые в Славянске, значит, пытались, ну, то есть не пытались, захватили Славянск, Краматорск. Я писал тогда, что перед Путиным несколько вариантов. Один из них – это путь Милошевича, другой вариант – путь Гитлера. Путь Милошевича – это вот устроить такую, значит, территориальную войну, да, в рамках этой попытки захватить Украину, эту агрессию устроить, и потом, естественно, что он неизбежно, эта агрессия бы провалилась, противостояние с Западом провалилось бы, потому что слишком неравны силы между Россией и Западом, слишком неравна мотивация воевать у украинцев за свою свободу и у россиян непонятно за что. То ли за какие-то деньги, да, шкуру продавать, то ли еще за какого-то Путина, который, честно говоря, в России мало кого интересует. И, собственно, дальше его могут сдать, что называется, в Гаагу. Путь Милошевича. Но еще есть как вариант путь Гитлера. Это устроить какую-то квазимировую войну. Мировую войну, конечно, он не устроит, потому что за него никто воевать не будет. Китай, конечно же, не будет. Даже Беларусь не собирается за него воевать. Что тут говорить. Но учитывая, что у него есть ядерное оружие, то какую-то катастрофу мировую строить они могут. Это, конечно, угроза есть. Но, как показывает практика, мы были сначала, вот я в том числе, сильно очень перепуган в начале войны, что может к этому прийти все. Но, как показывает практика, я чувствую, что, и это видно по поведению Путина, что у него нету такого, значит, задора, что ли, в кавычках, да, боевого, чтобы что-то такое серьезное на весь мир устроить, да, какую-то катастрофу. Максимум, на что он способен, это вот как шакал напасть на Украину и пытаться грызть ее мирных жителей ракетными обстрелами. Поэтому я думаю, что путь Гитлера здесь менее вероятен, чем путь Милошевича, просто существенно менее вероятен. Ну, у него-то задора действительно как-то особо не видно. Зато у него очень задорный Бобик есть, Медведев,
который... Вообще, как тебе реакция, да? Вот на это решение, это же юридическое решение, все обосновано, да? Медведев предложил направить ракету «Кинжал» туда, уничтожить это, и сказал, что никто не начнет никакую войну, если этот международный суд будет в Гааге уничтожен там и так далее. Вообще, как тебе их реакция, о чем она тебе говорит? Ты же еще и такой тонкий достаточно психолог социологический. Вот что это такое? И второй вопрос, как бы из того, то, что ты говорил, вытекает. А кто его будет арестовывать-то? Кто свяжет нашего Буйного-то? Он же никого к себе не подпускает. Я думаю, что и Медведев там уже давно не вхож никуда. Поэтому он так и лает сильно, хочет увидеться уже с шефом, но к руке не подпускают. Нет? Да, но сначала на первую часть вопроса по поводу Медведева, да, этого позорного бывшего псевдопрезидента. Тут есть как бы два момента. Такой физиологический первый момент и социологический. Или даже не скорее такой рекламно-пиаровский. Значит, физиологический момент, что я абсолютно убежден, что Медведев не просто бухает, а сидит на коксе. И у меня были такие знакомые и в Москве, и здесь, в Германии я их видел. Кстати, это распространено даже среди немецкой так называемой культурно-эстетической элиты. Это вот поведение, когда именно человек, который сначала, значит, утром он нанюхается кокса, у него его ретевое такое, значит, прет его, ему начинает казаться, что любая глупость, которую он скажет, напишет, это сверхгениальная идея, это вообще великолепно, это круто, и он не понимает, почему другие окружающие на него посматривают как бы с опаской. Да, потом он еще примет бухла, чтобы немного успокоиться, значит, и дальше, значит, его несет, продолжает нести дальше. Это вот типичное поведение Медведева. Я просто вижу, как он вот пишет вот эту бредятину или надиктовывает эту бредятину какому-нибудь своему, значит, пиар-менеджеру, да, или вместе с ним ее сочиняет. И его прямо, вот сейчас мы им скажем, сейчас мы им покажем. То есть это чистая патология, это чистая кокаиновая наркомания. Никаких сомнений. Можно, кстати, даже вспомнить даже классику, да, роман с кокаином, известное произведение русской литературы 20 века. Вот. Дальше, там вот все описано. Дальше, второе, это как бы вот такая рекламная пиаровская составляющая. Дело в том, что если бы он так просто резвился под курсом по собственной инициативе, его бы давно настучали по голове. Просто пришел бы человек от Путина, там, сказал, его бы немножко повозил морды по столу и сказал, слушай, Медведев, ты, конечно, большой человек в России, как все знают, ха-ха-ха, но в следующий раз, когда нажрешься и нанюхаешься, сиди тихо. А ему это все допускает и позволяет делать. Почему? Потому что Медведев всегда был в роли некрасивой подружки для Путина. То есть он должен был оттенять своим уродством, значит, и без того невысокую красоту Путина. Знаете, вот как таскают иногда там девочки с собой каких-нибудь некрасивых подруг, чтобы на фоне звезде. То Ну, есть давай не будем про физическую красоту, но более глупых, скажем, там, да, неуместно да, говорливых, понимаете, там, каких-то, да, таких, невоспитанных, да. нет, тут есть какой момент, что, конечно, в быту это в основном связано с физической красотой, но здесь это другое. То есть он должен оттенять всем, вплоть до, кстати, роста своего. Я думаю, что это совершенно не случайно, что Путин избрал в качестве своего квази или потешного преемника, так называемого, да, или партнера по тандему, человек, который еще ниже его. В общем-то, это не так-то было просто найти таких людей, но А он ты знаешь, нашел. Игорь, давай так в режиме диалога чуть-чуть. Я Да. вспомню эпизод, когда, помнишь, они вместе из Спасской башни шли в этот ГУМ есть мороженое. Так вот, тогда я работал в газете, которая еще чем-то интересовалась. Значит, там сказали всем продавщицам, которые за прилавками стояли, кто выше определенного возраста, не приходить в этот день, то есть никаких сотрудников не должно было быть выше там метра сколько-то, да, а тем, кто стояли, ну, просто Медведев настолько маленький, что ну, продавщиц сложно в ГУМе найти, да, вот чтобы она ниже Медведева была, поэтому им сказали, значит, снять ботинки, ходить там в тапочках или в этих пакетиках синих, что ли, значит, за прилавком, и еще, если что, колени чуть согнуть, вот. Это серьезно, вот, к портрету героев, скажем так. Да. Да, ну и, конечно, он в любом другом отношении тоже должен быть еще оттенять, что называется, Путина. То есть нет, Путин, например, любит какие-то брутальные шутки, да, но они, конечно, уровень подворотни, там, подросткового возраста и вообще ниже нижнего, но они у него как бы получаются. И Но и все такой, смеются вокруг, понимаешь, всем да, нравится, как пахан шутит, быдло, да, да. быдло плебс вокруг смеется.
Медведеву тоже было позволено шутить, но Путин-то знал, что он даже в этом, Медведев, будет совершенно неорганичен и комичен сам. Не его шутки будут смешные, а сам он будет комичен. Поэтому Медведев выдает там что-нибудь типа там отлить в граните или еще какую-нибудь чушь. Вот. А здесь сейчас он играет такую роль, то есть он то опять некрасивая подружка, то есть не физически, конечно, а, что называется, нравственно. Он должен показывать Западу, а надо сказать, что я читаю международной прессы, в том числе немецкую, периодически его цитируют. Он должен показывать, что есть в России еще большие отморозки, больше идиоты, больше, значит, человека-ненавистники, чем сам Путин. И вот он, значит, оттеняет. Путин типа там как-то более-менее пытается сдержанно говорить, а сзади его подружка Медведев лает, как вообще, что называется, под коксом, не стесняясь ничего. И в этом его роль в системе власти. Он должен оттенять своим клиническим ничтожеством, он должен как-то превозносить чуть менее, как они считают в Кремле, ничтожного Путина. Ну и вторая часть вопроса, а кто же свяжет его? Если похоже, что к нему никого не пускает, ну я не знаю, может быть это может супруга сделать, не знаю, насколько у них близкие отношения, вот. Но кто вот реально, как это физически это может, как это может быть, я с тобой согласен, но как физически вот этот момент может произойти? Путин, который, я не знаю, там, ну, на расстоянии 5 метров общается с кем-то, и я так думаю, что к нему просто, ну, почти никого не допускают физически. Понимаешь, это же не допускает не какой-то там, не знаю, Зевс-громовержец, который его охраняет, а не допускает те же люди, структуры силовые, там, ФСО, ФСБ и так далее. И естественно, что любой заговор против первого лица в государстве, где силовики играют огромное значение, не может быть успешным без силовиков. Если мы вспомним предыдущие заговоры против Берии, Хрущева, они осуществлялись, в том числе, да, их политическое руководство организовывало, но оно привлекало силовиков, например, там, генералов в случае Берии, а в случае Хрущева там участвовали все, и КГБшники участвовали, и в меньшей степени, но она была поставлена в известность, армия, да, министр обороны, по-моему, Малиновский тогда был, и начальник КГБ семичастный, и куратор силовиков Шелепин, все они участвовали в заговоре. Конечно, без силовиков заговор это не может состояться. Ну а что? Кто эти силовики? Они что, чем-то отличаются сильно от других чиновников? По большому счету, они такие же коррупционеры и сибариты, которые мечтают о тихой, спокойной, сладкой жизни, которая у них была десятилетиями, да? О том, чтобы никто не трахал мозги, почему еще до сих пор не взят Бахмут, а чтобы они могли спокойно расслабляться где-нибудь в баньке под Москвой или там где-нибудь в шале в Мальдивах или в доме, да, в Лондоне, спокойно расслабляться там с девочками и попивать вискарь и нюхать тот же кокс. Все, им больше ничего не нужно. Ничего не нужно. Они же не идейные, в отличие от нацистов. То есть у них есть какие-то предрассудки совершенно грубые. Да, они, конечно, мы там за Великую Россию, мы там за то, чтобы да, Украина не государство. Ну, какие-то вот такие совершенно примитивные предрассудки у них есть, но эти предрассудки для них гораздо менее важны собственной, сытой и комфортной жизни. Понимаешь? То есть у них нет этого, я не люблю, конечно, Льва Гумилева, но термин он придумал неплохой, но это скорее литературный термин, чем научный. Пассионарность, да? Вот они никакие не пассионарии, они абсолютно ленивые взяточники, да, такие гоголевские, Салтыкова-Щедринские персонажи. Ну, скажи, вот ты правильно все говоришь, я с тобой абсолютно согласен. Тогда вот ответь на дополнительный вопрос, пожалуйста, на последний по этой теме. Но если они такие сибариты, исключительно вот как бы про деньги и так далее, ну тогда почему же они не удержали Путина от перелома собственной жизни? Потому что никаких Сейшел уже не будет, никаких Канар, их нигде не примут уже. Максимум это Подмосковье, это в самом лучшем варианте. И, возможно, даже тюрьма какая-нибудь подмосковная, да, в самом лучшем варианте. Но как бы почему его никто не остановил? Просто никто не мог физически, все так боятся из окружения, хотя он вроде не сильно кровавый, никого из своих особенно не убивал. Вот. Почему ему дали это сделать, если это всем им невыгодно? Знаешь, это ты важную очень тему поднял. Это, с одной стороны, такая философская тема, роль личности в истории. А еще, если более как конкретизировать, роль первого лица в истории политики России. Роль первой России – это персоналистская диктатура. В общем, большая часть времени существования России это была персоналистская диктатура, как бы она ни называлась, самодержавие, там, социализм,
капитализм, неважно, демократия. В принципе, Ельцин тоже пытался персоналистскую диктатуру устраивать. Просто он, что называется, не сдюжил. Да, то есть огромное значение имеет роль первого лица. Первое лицо диктатора, там, царя и прочее, генсека, окружение настолько сильно боится, что фактически это первое лицо может устраивать что угодно, что называется, требовать от окружения, чтобы они принесли веревки и мыло, а потом их вешать. Вспомни Сталина, например, Ну, который Игорь, ну просто... это Игорь, но я понимаю про Сталина, про Ивана Грозного понимаю, но Хорошо, Путин массовых репрессий не хорошо. совершал. Я тебе другой пример приведу. Михаил Сергеевич Горбачев. Вот просто душечка, значит, никаких массовых репрессий, значит, или типа либерал даже и прочее, прочее. Его политика для его окружения была абсолютно самоубийственная. И они это долгое время понимали. То есть все эти, значит, Егор Кузьмичи и прочее, прочее, они понимали, что Горбачев своей политикой разрушает власть КПСС, будучи сам лидером КПСС, да, разрушает Советский Союз. Они это понимали, они бухтели там на кухнях на своих обкомовских дачах или там каких-то. И номенклатура ниже это понимала. Я это даже помню по Нижнему Новгороду. Значит, номенклатура ниже нам доходили там сведения, что они все понимают, что Горбачев ведет страну к краху. Значит, Советский Союз и их партию. Но они боялись против него выступить и создать заговор аж до 91 года, до того момента, когда уже поздно было. Потому что если бы Горбачева устранили в 87 или 88 году, еще до съезда народных депутатов СССР и прочее, прочее, и поставили бы какого-нибудь обычного обкомовскую шапку какого-нибудь Романова, то эта бы система еще могла бы десятилетия также или какой-то северокорейский вариант придумать. Вот. Значит, первое лицо, страх перед первым лицом огромный. И мы видели это на Совете Безопасности, когда фактически это же было решение об начале войны широкомасштабной уже в данном случае против Украины. Они там все трясутся от страха. Понимаешь, им нужно время для того, чтобы понять, что страх перед диктатором менее, скажем, рационален, чем страх перед будущим, который этот диктатор несет. И надо срочно устранять этого диктатора, иначе им всем хана. Вот я думаю, что этот процесс, в том числе, кстати, ордер на привлечение Путина, то есть на арест Путина по, значит, Международному уголовному суду в Гааге, это все будет в этом направлении двигаться. Я думаю, что этот страх перед будущим все-таки в какой-то момент, и в довольно скорый момент, пересилит у правящей верхушки страх перед царем, да, перед этим самодержцем плюгавым Путиным. Ну, давай перейдем от этих плюгавых к великому и ужасному Китаю, который славится своими китайскими предупреждениями бесконечными, бесконечными угрозами всему вокруг, да, и бесконечными же поражениями в попытках, когда они с кем-то пытаются воевать, они терпят сразу поражение. Это последний Вьетнам был. Вот, на самом деле, это я от себя скажу, что это страна такая огромная и ужасная, и вооруженные и так далее, но на самом деле способны выгнать там, монахов из Тибета, там, из их монастырей, вот, и мучить уйгуров, да, и вот то, что, кстати, то, что Путин хотел сделать и сделал вот с украинцами, вот это кража детей, перевоспитание, да, вот это же фактически это поведение китайского руководства в отношении уйгуров, то есть стереть нацию с лица земли, китаизировать ее там полностью, да, чтобы говорили по-другому, и детей воспитывали, чтобы они стали китайцами, кем они не являются этнически и так далее. Вот так не повезло уйгурам, что они внутри этого желудка оказались китайского большого. Но вот приехал Си к Путину. Там куча была прогнозов, всего, вообще всего. Я так не китаевед какой-нибудь, смотрел на это все, думаю, ну, будет какой-то ритуал. А что по факту? Вот что ты увидел? Ну, и как по ритуалу, вот я говорю, мне нравится, как ты анализируешь их поведение, манеры, ужимки и прыжки вот эти. Вот Си приехал, вот все-таки он приехал к русскому фюреру. Не тот к нему, а он к нему приехал, да? Вот, что это, что, и как себя вел он там, о чем они говорили, что они там подписали в итоге. Блинкен говорит, что Москва заручилась дипломатической поддержкой Китая, что он будет отбеливать, ну, естественно, сами же нацисты будут отбеливать русских от преступлений на международном уровне и так далее. Что ты думаешь? Да, я писал еще до того, как туда Си в Кремль поехал, да, в Москву, о том, что Си пытается спасти Путина. Он поехал спасать Путина. Но Путин вполне вероятно эту руку помощи отверг.
И, по всей видимости, так и получилось. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Поясни, пожалуйста, интересно. Да, да. Дело в том, что, конечно, Си Цзиньпинь, да, ты правильно его критикуешь, это тоже преступник, как и Путин, я думаю, и Гага по нему плачет, потому что действительно это геноцид, то, что они делают в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, но это только одно из его преступлений. Вот. Тем не менее, в отличие от Путина, крышей он не поехал, и вполне рациональный преступник и вполне адекватно воспринимает реальность. Он понимает, что продолжение путинской этой войны для Путина, для путинского режима, смерти подобно. Что он эту войну, путинский режим, проигрывает и проиграет, а проигрыш этой войны будет равнозначен для власти Путина крах. Поэтому он хотел бы эту войну остановить. Почему, кстати, еще поясню. Потому что путинский режим его выгоден. Он выполняет две функции. Первая для Китая. Первая – это дойная корова Китая. То есть Китай выкачивает из России всяческие ресурсы. Это, значит, и китайская бензоколонка. Раньше была мировая бензоколонка, сейчас стала китайская. И газовый баллон, и, значит, деревообрабатывающий завод, и что угодно. Вот. Значит, с одной стороны. С другой стороны, Россия выполняет роль некой прокладки между Китаем и Западом. Или, скорее, даже громотвода. То есть Запад весь свой гнев и всю свою энергию сейчас он обрушивает на путинский режим, потому что он для нее, для Запада, ну, как бы враг номер один, то есть нарушитель мирового порядка, мирового спокойствия номер один. Поэтому китайцы могут тихонечко обделать свои гнусные дела с теми же уйгурами, с тем же Гонконгом, ну и так далее. Значит, и поэтому, конечно, Си заинтересован в сохранении этого режима. С одной стороны. С другой стороны, он видит, что Путин своей агрессией против Украины и вообще в туристической политике идет к краху. И вот он свою эту дойную корову, которая сошла с ума, он пытался остановить. И для этого был придуман этот мирный план. Идея была в том, чтобы попытаться заморозить эту войну или, как минимум, сделать так, чтобы переложить на Украину ответственность за ее продолжение. То есть по логике этого мирного плана, там это не напрямую написано, но по его логике, если Россия, как она говорит, что да, это значит хорошая основа для дальнейших там каких-то мирных усилий и прочее, прочее. Путин должен был объявить, например, все, ребят, мы принимаем китайский мирный план, мы отказываемся от наступательных действий, которые у них и так не получается, и объявляем о прекращении огня со своей стороны. Если Украина будет против нас воевать, это значит, она виновата в продолжении войны. А мы, значит, белые пушистые. Мы, как нам Китай сказал, мы прекратили воевать. То есть на это, по всей видимости, рассчитывал Си. По крайней мере, его мирный план на это был направлен. И дальше, значит, Украина становится крайней в глазах третьего мира и даже в какой-то степени в глазах, если не всего Запада, то значительной части западных там пацифистов и прочее, прочее. Ей становится сложнее помогать. А Китай, наоборот, может легитимировать свою помощь России, сказав, ну как же, вот мы России не помогали, не поставляли оружие, значит, а Запад Украине поставляет оружие. Сейчас Россия приняла наш мирный план и хочет остановиться, а Украина не хочет остановиться, тогда мы вынуждены будем тоже помогать России. То есть вот такая была подача сделана Путиным. Но это как-то вообще, вот честно, звучит нереалистично. Это, конечно, ну, фантазийная история. Я даже не вижу вариантов прекращения огня, вот чисто физически. Но было же, Путин уже объявлял какое-то там перемирие на 3 дня, но ничего же не было, да. Так, конечно же, никакое прекращение огня не будет, понимаешь? Более того, дальше, значит, Си, как и анонсировал Wall Street Journal и другие мировые издания, звонит Зеленскому, его пытается тоже уломать на прекращение огня. Понятно, что Зеленский не согласится. И война продолжилась бы в этом случае, но как Си удалось бы в какой-то степени переложить ответственность за ее продолжение с России на Украину и легитимировать свою помощь России. В этом как бы разводка была. Для этого они принимали мирный план, так называемый. Именно для этого. Ну а что, фюрер ему отказал, да, получается? Фюрер, да, потому что фюрер, в отличие от Си, он невменяем абсолютно. Он сошел с ума, но, правда, видимо, всегда был неадекватен, но сейчас полностью поехала крыша. Он думает победить, он думает, что он будет повелителем значит, мира еще в будущем. Поэтому он явно отказал. То есть, кроме того, что каких-то общих фраз о том, что да, китайский мирный план это хорошо, и в целом он нас как бы устраивает, никаких других следующих шагов
на который Си, видимо, рассчитывал, как до него Эрдоган. Вспомни, Эрдоган же Мгм. тоже продавливал Путина на такие действия, на такое перемирие. Но Путин его кинул и просто объявил какое-то потешное это рождественское перемирие, которое сам же не соблюдал. И после этого, заметь, Эрдоган начал прижимать хвост немножко путинскому режиму, в том числе в сфере ухода от санкций, Но где это тоже... знаешь почему? Это понятно, что эти люди каждый себе на уме, да, но просто Да. с ним иметь дело, это себе в убыток. Вот ты как бы пытаешься что-то сделать, миру показываешь, что ты что-то там пытаешься, а он просто в тебя плюет и все, и ты получаешься в дурачках. А как ты думаешь, он, вот этот Си, если по твоей версии, если он отверг его план и так далее, он охладеет к Путину или он будет его поддерживать все-таки, чем может до конца, потому что, ну, просто выбора другого нет. Знаешь, есть некоторые такие свидетельства о том, что, возможно, он уже охладел. По крайней мере, одно из очень важных моментов. Предполагалось о том, что они подпишут новое газовое соглашение долгосрочное о постройке нового газопровода в Китае Мгм. и о прокачке туда огромных масс газа, огромных объемов газа, которые Россия теперь не может и поставлять в Европу. И это анонсировалось, подписание этого соглашения. Соглашение не было подписано. Сейчас, с одной стороны, в мировой прессе пишут, что Си вот типа кинул Путина, и уже его идет и в рашистских пабликах о том, что Си, видимо, торгуется с Путиным. Что-то мы, говорит, рассчитывали на это соглашение, а его нет. Потому что «Газпром» же надо спасать, потому что он же потерял основной рынок. А он Си не бросился спасать «Газпром». Это может быть тоже одно из свидетельств того, что, значит, Путин не выполнил того, что от него ожидал Си. И вообще как бы в приеме Си, да, он был пафосный такой весь из себя, но какого-то, значит, излишнего подобострастия, на которое, я думаю, Си рассчитывал, не наблюдалось. Например, встречал Си какой-то там левый вообще Да, да, чувак да, я из тоже это обратил правительства. внимание. Это Да, так, не, так да, как бы, ну, мог бы главу правительства отправить, я не знаю, да, главу там его парламента своего так да. называемого, кого-нибудь Да, еще. сам бы мог прийти уже ручку-то поцеловать. Это что сам Бог велел. У него это и вообще единственный шанс с помощью Китая как-то вообще вырулить. Единственный шанс. Значит, но я говорю, чувак неадекватен совершенно. Там мания величия, мания преследования, я имею в виду Путина. И поэтому он живет в своем мире. Он еще победитель в этом мире. Когда он Смотри, уже Игорь, победит, да. Игорь, я слышал там, по-моему, Белый дом, официальный представитель, я не помню его фамилию, просто Мгм. вылетела, заявил, что по данным американской разведки, Путин понимает, что дела его на фронте идут плохо. Вот, а как это вяжется с тем, что ты сказал сейчас? Я думаю, что он понимает, конечно, не понимать нельзя, что дела идут не так, как он бы хотел, но он абсолютно уверен, что он все равно победит. Он думает, что он как-то вырулит, кривая выведет, победит, значит, надежда на русское авось, не бойся и так далее. Значит, это видно, иначе он... И еще, знаешь, какой есть очень важный момент? Еще даже, может быть, более важный, чем то, что он надеется выиграть. Он больше всего в жизни, это чувствуется по его речам, да, можно такой анализ провести лингвистический, он больше всего боится показаться слабым. Мгм. Потому что он сам внутренне слабый, и он поэтому боится, чтобы это увидели. Потому что он все время повторяет как мантру, а слабых бьют, а слабых бьют. Он этого очень боится. И он, видимо, боится, что если он сейчас будет слишком лизать откровенно китайцев, они решат, что он слаб. Или он боится, что если он сейчас объявит о том, что он, значит, готов к переговорам, к перемирию, к чему угодно, значит, вот так вот пафосно примет этот китайский мирный план и скажет, что завтра я готов там на переговоры с Зеленским, что было бы ему выгодно, как я уже говорил, пускай Зеленский откажется. Ему было бы выгодно эту подачу сделать. Конечно, да. Значит, то его тоже решат, что раз он первый предлагает, значит, у него дела идут плохо, и он слаб. Поэтому будет до конца хорохориться и изображать из себя такого Наполеончика, да, которого, значит, Наполеончик перед Ватерлоу. Так что посмотрим. Я думаю, что когда его уже начнут окончательно, вот после начала... Я, кстати, думаю, что это, возможно, поездка Си довольно неожиданная, да? Она связана с предстоящим украинским наступлением. И, вероятно, Си пытался, возможно, значит, до этого наступления какую-то мирную вот эту свою инициативу через Путина продавить и каким-то образом воспрепятствовать этому, вероятно, фатальному для российских властей событию. И, собственно, вот когда он уже побежит, Путин, значит, запросит мира и запросит любой там поддержки того же Китая и прочее, прочее,
значит, будет уже поздно. Это может произойти только после того, как его разгромят окончательно в Украине, возможно, вот в ближайшем анонсируемом наступлении. Интересно. Вот еще нюанс, который связан с визитом Си. Это совпало, опять не совпало, не будем гадать, как и заявление Байдена и Шольца по ордеру на арест и так далее. Но президент Соединенных Штатов, как я понимаю, в овальном кабинете получил на подпись закон и подписал его без сомнений прямо за день до визита Си в Москву. Значит, хотя мог потянуть, например, туда-сюда, да, о том, что он разрешает, власть США разрешает опубликовать данные разведок, данные расследования о происхождении коронавируса. Что бы это значило и как это может сыграть? Потому что, если мы предположим самый такой, как по мне, реальный вариант, что это действительно уханьская разработка, может быть, вместе с русскими, там называют Новосибирский какой-то институт вирусологии и так далее, там еще и иранцы, одни из первых заболевших были иранские генералы, между прочим, мало кто это помнит, да. Вот, то есть версия того, что это искусственный вирус, она имеет право на жизнь, и если, предположим, вот если она подтвердится, слушай, найдется куча, не куча, просто огромное количество и людей, и организаций, и государств, которые захотят получить компенсацию с Китая, да, но я не знаю, у меня отец умер, например, от коронавируса, это тоже, наверное, может быть компенсировано через суд, да, каким-то образом. Китайцы присутствуют в правовом поле, там, в лондонском каком-то еще, да, это частный пример. Государства понесли огромный ущерб, да, в людях, в экономике, там, во всем. Что там может быть в этом кейсе по расследованию коронавируса? И если вот в таком это варианте все, как это вообще поменяет отношение мира к Китаю, их сотрудничество с другими странами, там, что это может быть вообще? И, соответственно, это повлияет, конечно же, на Россию. Да, ну, во-первых, по поводу вируса, конечно, у нас нет никакой точной информации. Трудно судить, что там было в действительности, но вот это действительно решение США, возможно, оно связано с визитом Си в Кремль, и Байден что-то знает, вероятно, о чем он нам не говорит. Вполне возможно, что они в Ухане это разработали, может быть, даже не в военных целях, а просто чисто... Я не думаю, что они сотрудничают в таких тонких вещах, они же не доверяют друг другу с русскими, например, китайцы и русские в создании Может микробиологического... быть, но меня очень удивило, я же помню просто онлайн все это как происходило, когда умер, по-моему, глава военного комитета парламента Ирана, там еще какие-то генералы, это тоже было очень странно на самом деле. Где В Иран, а Иране, где... да, в Иране была, если мне память не изменяет, была, нет, они занесли действительно коронавирус в Иран в одну из первых стран. И Мгм. там бушевала эпидемия очень сильная. Очень сильно бушевала. Ну, в общем, гадать, конечно, сложно, но вполне вероятно, что это китайцы сделали. Может быть, как я уже сказал, это просто следствие какой-то ошибки просто. Но Не то, это что они уже, там... знаешь, это если ее не признали сразу, эту ошибку, то Да, уже это все равно преступление. В любом случае, и да. можно предъявлять претензии практически. Согласен, согласен, безусловно. В любом случае можно иски подавать, претензии предъявлять. Но тут понимаешь, какой есть момент? Если Россию из мирового рынка выпилить можно, сложно, но можно, то Китай сейчас выпилить из мирового рынка невозможно. Потому что это огромная доля во Окей, окей, но у них и внешнеторговой. денег много, значит, можно у них отслужить компенсации. Ну, ты представляешь, сколько жертв может у них Да. проводить отслужить компенсации? То есть, если погибли миллионы, но могут же и в суд подавать и те, кто просто болел. Ты представь, просто, ну, условно, человек болел там, и у него он потерял за это время там в доходе, да, он может предъявить Но тоже, я тебе пример соответственно. такой приведу, давай Да, локальный, просто в голову да, пришел. Вот Литва не имеет дипотношений, единственная страна ЕС не имеет дипотношений с Пекином. Они имеют дипломатические отношения с Тайбэем, с Тайванем, с Китайской да, да, республикой, да. да? Вот они такое решение для себя приняли, там тоже много критиковали там и так далее, но вот Литва так решила, да? Так может Литва вполне не имеет даже никаких отношений с Китаем, то есть не делая никаких реверансов. И китайцы уже максимально ограничили Литве все поставки своих там товаров и так далее, то есть терять нечего. Китай, где Литва, да? Вот литовское правительство собирает данные
о потерях людей, экономики, здоровья, там, чего угодно. И подает так на Китай какой-нибудь иск на сколько-нибудь миллиардов долларов в суд. И суд Китай проигрывает. Но если вот это когда, и этому примеру могут последовать и другие со самыми разными, по самым разным причинам, и другие страны, организации, там, я не знаю, союзы государств, не знаю, что угодно. Ну, тут есть такой момент. Да, это все возможно, но ты представляешь, сколько времени это все будет длиться? Вообще в международных судах сколько времени Ну, этот процесс? времени-то понятно, но если будет, ну хорошо, давай даже не про деньги, а про политический эффект, если это выяснится. Политический эффект, если это выяснится, понимаешь, опять-таки, что значит, если это выяснится? Условно, американцы скажут, это, значит, Китай в своей лаборатории произвел. Китайцы завизжат и завопят, нет, это не мы, я не такая, я жду трамвая, и в таком духе. Значит, их подголоски китайские, которых до хрена в развивающихся странах, потому что китайское проникновение гораздо более мощное в третий мир, чем российское, то же самое начнет вопить. Антиамериканцы, антиамериканисты всякие, значит, и, которых полно по всему миру, и, например, в той же Латинской Америке, они тоже начнут вопить, что Китай обижает, это американцы все сделали. Какой-нибудь Трамп выйдет в самих же США и скажет, что это все не доказано, а Байден нехороший человек. Вот. И в таком духе, то есть это, понимаешь, это же информационный шум создастся. Что, вот то, о чем ты говорил, это юридические процессы, это более, конечно, опасная вещь, но опять-таки, вот вспомни юридический процесс о деньгах, да, которые ведут акционеры ЮКОСа, значит, против России. Сколько это уже лет длится? Они уже, кажется, вроде даже почти выиграли. Я думаю, вот как классно наказать Путина и российские власти там на такую огромную сумму, там десятки миллиардов же долларов. И опять что-то куда-то это ушло, в какие-то опять пересуды и прочее, прочее. Так что все это может десятилетиями длиться. Поэтому я не думаю, что это какая-то прямая и непосредственная угроза китайскому режиму. Я думаю, что прямая непосредственная угроза китайскому режиму, так же, как и путинскому, но у путинского просто других угроз, более, более актуальных больше. Это смена поколений вообще в Китае, смена поколений в китайской власти. Потому что Си это все-таки уже человек старшего поколения, который сформировался во время культурной революции. Люди, которые сформировались во времена уже китайского капитализма, по крайней мере, рынка и так далее, у них совершенно другой менталитет, и они по-другому мыслят. И когда вот это поколение старперов уйдет, таких же, кстати, как и Путин, да, которые формировались еще в рамках социализма Брежневского, неважно, или Мацзедуновского, то я думаю, что в Китае произойдут перемены, схожие с теми, которые произошли там в Восточной Европе, например. Ну, я так уверен, что так и будет в перспективе обязательно. Я думаю, что и у уйгуров будет свое государство. Это народ 60, по-моему, миллионов или 40 миллионов. Народ, который заслуживает свою страну, конечно, безусловно. И будет все это... И в конце концов, правду в мешке не утаишь все равно. Про коронавирус все равно рано, поздно станет все известно. И неверующих не останется просто по факту, да. Но сейчас мы это оставим вопрос, окей. Я хочу вот о чем тебя спросить. Ты сидишь, господи, спаси меня, живешь и работаешь в Германии, вот, и ты, наверное, видишь, какие Россия пытается спасаться сейчас, да? Они спасаются по-разному. Они активизируют опять протрамповскую пропаганду там через, ну, она более вялая, правда, чем была, но все равно они от этого не отцепляются, да, все-таки хотят Трампа получить, чтобы свой шанс иметь, да, какой-то отчаянный. Значит, дальше они какие-то ИПСО еще проводят в западной прессе, какие-то их люди выступают. Вот ты периодически сам споришь с какими-то русскими то ли либералами, то ли полулибералами. То есть их вообще очень трудно промаркировать как-то. Но это те люди, которые, скажем так, выступают с позиции вот заморозить конфликт, это никогда не закончится, победить Россию нельзя, у Путина ядерное оружие и так далее. Вот какие ИПСО они уже проводят, вот этот информшум, влияние изнутри на НАТО, на ЕС и так далее. И что они еще могут предпринять вот в этой медийной войне? На что можно обратить внимание, какие маркеры на то, что это вот спецоперации такие, которые Кремль курирует? Но это в Германии этим не русские занимаются, не выходцы из России. А это не имеет Германия, значения. В Америке тоже Трамп, он не выходец из России, как бы, ну и его многие сторонники тоже.
Да. Нет, здесь очевидная совершенно компания. Руководит этой компанией известная представитель партии Делимки, сталинистка такая, Сара Вагенкнехт. Она в эту кампанию включила или в нее включились как левые, так и правые, так и альтернативы, представители альтернативы Фюрдойчланд, то есть правой партии. Денежки Значит, просто любят люди, да, да. денежки любят, это вообще сбылась война, мечта Лимонова, да, он же мечтал объединить все несистемные силы нациков, то есть Ну, правых, для и этого просто белорусов. нужно достать чемодан денег и начать их раздавать, и они полюбят друг друга в тот же Да. момент. Да. В общем, они, да, полюбили друг друга уже, значит, еще какие-то феминистки, пацифистки туда же. Но я к феминисткам очень хорошо отношусь, не надо меня бить, но там какая-то, я просто ее не помню фамилию, старая феминистка Левачская, тоже ее поддержала Сара Вагнер. Но если я думаю, что Сару Вагнер купили просто, то это дама, да, в возрасте, она, видимо, просто в силу своей наивности такого, значит, всю жизнь жила среди розовых пони, вот она до сих пор, видимо, там живет. Вот, и они тут устраивали шабаш просто отвратительный шабаш 25 или 24 февраля, уже не помню, на годовщину агрессии. У них главный месседж именно такой, который ты говоришь. То есть они не говорят, Путин прав. Они, да, Путин, конечно, не прав, но главное это мир, надо срочно перемирие, надо заморозить войну, надо тут бла-бла-бла и все такое. Не надо поставлять, что самое главное, не надо поставлять оружие Украине, это главный тезис. Вот. Надо сказать, у них такое обращение набрало очень много подписей в сети. И довольно популярна эта тема как среди леваков, так и среди праваков. Так и среди вот таких розовых пони, таких пацифистских розовых пони. Значит, это абсолютно, с моей стороны, с точки зрения очевидная российская спецоперация. Но она в воздухе повисает. Знаешь почему? Потому что, как я уже говорил сегодня, когда мы говорили о Си, Путин не Путин должен дать им подачу. Если бы представить в качестве потенциального миротворца, которого мирные усилия которого отвергают. А Путин этой Мгм. подачи не дает. Да, То есть не Путин хватает. не дает своим сторонникам никаких шансов. Да, да, абсолютно так и есть. Не дает своим сторонникам шансов. Не дает сторонникам шансов себя спасти. Вот точно так. Смотри, еще хотел, так что-то тут понаписал себе. Да, кстати, насчет пропаганды. Вот эта акция тоже в Берлине же тоже была. Даже в Вильнюсе невероятная история. Принесли гвоздики на танк, на подбитый русский танк, оккупантский, да. В Вильнюсе принесли гвоздики в один и тот же день. А в Эстонии партию создали, которая называется то ли КОС, по-моему, который тоже, там эстонец, типа, ну, по фамилии, по имени, по крайней мере, не россиянин, да, возглавляет. Как бы, но это сетка такая, да. И ты уверен, да, что у них в принципе не получится ни в одной стране переубедить общественное мнение или там сменить правительство или что-то? Я думаю, что нет, нет, потому что они же, понимаешь, они работают на всяких маргинальную часть все-таки политического спектра, на ультраправых, ультралевых, как я уже сказал. Они вот как бы главные системные партии, они все против их избирателей, они все против Путина. И социал-демократы, и зеленые, и христианские демократы, которые в оппозиции, и свободные демократы, это либералы, они все против Путина и в большинстве, и электорат у них против Путина. За Путина ультраправые, ультралевые, плюс еще маргиналы, всякие сумасшедшие конспирологи. Их довольно много, но это меньшинство. Понимаешь, вот эти все коронадиссиденты тоже за Путина. Но, как я уже сказал, они могут устроить шумную акцию, но на выборах победить они не могут. И кроме этого, системные партии не будут входить в союз вот, с той же альтернативой Фюрдойчланд, ну, никогда, ни при каких обстоятельствах, нигде. Так что шансов у них влиять на политику нет пока, по крайней мере. Что еще хочу сказать? Заявление канцлера вчерашнее про то, что о том, что война в Украине может быть долгой. Тут многие у нас тут тоже все время на нервы же все, понятно, да? Говорят, что вот он сказал, что война может быть долго, и это значит что нам меньше помогут там или что-то еще. А я так думаю, что Шольц таким образом готовит свое население Германии к тому, что придется помогать Украине долго, и что не рассчитывайте, что это вот завтра будет какой-то там чудесным образом все изменится. Оно может иметь шанс измениться всяким образом, но он как бы, как, ну, достаточно прагматичный политик, готов к разным сценариям.
да, и в том числе и к тому, что это действительно может быть долго, муторно, но помогать Украине придется, кто бы там хотел, очень хотел или не очень хотел. Да, абсолютно я с тобой здесь согласен. Естественно, да, это он так, таким образом дает такой сигнал общественному мнению, что помогать Украине будем столько, сколько это будет нужно. Если будет война долго, значит, будем долго помогать. То есть это, я говорил, что по этому поводу есть консенсус полный. И, кстати, вот эти телодвижения китайские, да, в сторону Путина, они этот консенсус западных, элит западного общества только усиливают. Потому что это тем самым как бы растет угроза свободному миру. Одно дело там Путин, ну, условно, можем на него закрыть глаза, он там слишком мелок. Но они же понимают, что если его сейчас дать Путину резвиться, то он будет укреплять свой союз с Китаем, и таким образом угроза свободному миру будет только расти. Но вообще, да, интересно, да, что бы они, это какой-то цугцванг политический, да, что бы они ни делали, только хуже получается. То есть он хочет усилить Путина как бы, а наоборот ослабляет и свои же позиции Си, да? То есть это как в чумном бараке. Вот там друг друга они, ну, мне кажется, что они понижают ставки. То есть от этого союза нет плюсов ни для того, ни для другого в итоге, наверное. Экономические плюсы для России есть, безусловно, Ну, потому что да, но они за копейки газ покупают русские, это понятно, да, там. нефть, газ, нефть, лес, что угодно. Осваивают Дальний Восток. Я думаю, знаешь, какой следующий этап дружбы между Китаем и Россией будет? В кавычках дружбы. Года через два китайские власти объявят о том, что китайские граждане на Дальнем Востоке нуждаются в защите, им угрожает ситуация, значит, нестабильности в условиях раскола России и перманентных столкновений на этой территории. И нужно ввести китайские войска на Дальний Восток, чтобы защитить китайцев, которые там подвергаются опасности. Это будет квинтэссенцией, высшая точка российско-китайской дружбы и сотрудничества. Вообще без сомнений. Если только у Китая не будет других проблем к тому времени своих. Хочу спросить про Германию. Чувствуешь ли ты, слышишь ли ты, ну, если не на народ в целом, там трудно про весь народ судить, но есть ли у истеблишмента политического Германии чувство вины за то, что они фактически спонсировали Путина, которого они теперь так дружно все ненавидят, да, но материально они его содержали. И все эти ракеты, танки, новое оружие и так далее, что это все, в общем-то, за счет немецких благополучных денег. И звучат такие голоса, критики в адрес Меркель, там, что это да, мы признаем, что вот мы были слепые, там, слепонемо глухие там, и так далее. Ну, конечно, все-таки я бы не стал так уже преувеличивать. Это, конечно, эти деньги бы имели место быть, которые шли за газ. Но это не была, скажем так, из Германии российский бюджет не наполнялся там Смотри, в нет, но тут основном что из важно, Германии. Игорь, они как мейнстримная страна Европы, они как бы адвокатировали всех остальных для сотрудничества. То есть, вот если уж немцы сотрудничают, ну, значит, и мы можем, как бы, ну, они подавали дурной пример всему ЕС, например, и Западу, в принципе. Ну, отчасти это, конечно, так, но, как я уже сказал, это все-таки не главные доходы российского бюджета. Даже если всю Европу и весь газ продан в Европе. Значит, сейчас его нет, и тем не менее российские власти как-то живут. То есть это все-таки было, не было самым уж критичным обстоятельством. А теперь что о том, раскаивается или нет. Тут две есть линии. Штанмайер, например, да, он публично признает что свою ошибку. А Меркель, она как-то более хитро себя ведет, она не очень признает свою ошибку, у нее месседж другой. Она, может быть, не совсем это впрямую говорит, но на это сильно намекает, что если бы мы послали Путина подальше в 2014 году, то он бы устроил нападение на Украину, широкомасштабное нападение, такое на Киев там, и так далее, уже в 2014 году, и тогда Украина к этому не была готова совершенно. И, соответственно, у России бы это все могло получиться гораздо лучше. А мы, мол, как можно старались, как можно дальше этот момент оттянуть, момент ну, как бы такой широкомасштабной российской агрессии. Значит, такой вот она месседж почти напрямую, ну, чуть-чуть закамуфлированно посылает в редких своих выступлениях. Значит, так это или не так, мне судить сложно, конечно, но я думаю, что скорее, наверное, все-таки это попытки самооправдания. Конечно, конечно. Это как, знаешь, как Трамп тоже говорит, при мне Путин не напал, как будто ты им управляешь, да, напал он или нет. Вот.
Ну, что я хочу сказать. Может быть, о чем-то мы не договорили, есть пара минут о том, чтобы ты сам хотел сказать. Не то, что я у тебя пытаю, а чтобы ты хотел сказать, может быть, украинцам там и так далее. Я верю в Украину, верю в победу Украины, да, и я, может быть, оптимист, но я честно могу сказать, что я серьезно надеюсь, что Шольц не прав, и война эта надолго, еще надолго не затянется, а закончится достаточно быстро победой Украины и разгромом российской армии. Для этого, в принципе, все готовится к этому. И условная материально-техническая база победы готовится, и, соответственно, российская сторона продолжает в этих бессмысленных совершенно попытках там штурмовать разные деревни и городки, истощает свои силы, свои ресурсы. Я думаю, что у них не хватит надолго ресурсов на какую-то широкомасштабную дальнейшую войну, что скоро все это закончится победой Украины и проигрышем России, крахом путинского режима. Дякую. Це з нами був Ігор Ейдман, людина, ну, яка дуже ретельно і тверезо аналізує те, що відбувається. Ну, так і буде, напевно. Ну, якщо там просто Китай не збожеволить і не захоче розв'язати там дійсно світову війну. Ось і подивимося. Я думаю, що без Китаю, без просто воєнного втручання Китаю Путіна точно приречений, там, ну, без варіантів абсолютно. Ну, а там це вже світова війна, це інший абсолютно буде етап. Дякую, пане Ігоре. Дякую всім, хто нас дивився, дивиться і дивитиметься. Ми працюємо для вас і вдячний вам за підтримку. На все добре, дивіться ТР далі.